серце, обтяжаленное вельми часто розними крижам нашого життя, розними проблемами, і прагнем оздоровиться, слухаючи Ягоного Слова, прагнем насичатися Ягоною силою, Ягоною любов'ю, как далей крочить у житті і ділитися цим добром. Тому в этой святой мши молюся за эту парафію, за тих, хто злучається з нами у молитві тут присутних, або праз прогляд в інтернеті святої мши, або праз молитву, просячи для всієї парафії здоров'я духовного і фізичного, потребних ласк Святого Духа Святого. Каб наша молитва була угодна і щирою, перепросим Бога за наші слабості. Сповідаюся Богу всемогутному, і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занепанням. Моя вина, моя вельми велика вина. Тому прошу Найсвятейшу, завсёды Панну Марію, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог Всемогутний, і, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амінь. Христос,
співать у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание другой книги Володарства. У певний день Єлисей проходив праз Шунам, а була там багатая женщина, яка настойливо запрошала його споживати хліба. Тому кожен раз, коли б не проходив мимо, заходив туди споживати хліба. І сказала вона своєму мужу: «Вось познала я, що той, хто проходить мимо нас, ён святий чоловік Божий. Зробім невелику муровану святницю і поставим йому там ложок і стол, і лав, і святильник. І коли він буде проходити до нас, нехай заходить туди». Однойче він прийшов, зайшов у святницю і лег там, і сказав: «Що ж зробити для її?» І сказав Боєз, слуга Ягони: «До речі, у її нема сина, а муж її старий». І сказав йому: «Поклич її». Той покликав її, і вона стала у дверях. І сказав Єлисей: «Праз год, у гэты самий час, ти будеш тримати на руках сина». Гэта Слово Божие. Дякую вам. Читання послання святого апостола Павла до Римлян. Брати, ті ж не ведаєте, що усі ми, охрещені в Ісуса Христа, у смерті Його не охрестилися. Дик ось, ми поховані разом з Ним хрещенням у смерть, как як Христос воскрес з мертвых для слави Отца, так і нам ходить в обновленном житті. Коли ж ми померли з Христом, то віруємо,
что и жить будем с Ним, ведаючи, что Христос, воскресший з мертвых, уже не помирає, смерти уже немає над Його владою, бо тое, что Ён помер, так помер раз и назавсёды для граху, а что живе, так живе для Бога. Так и вы личите себя мертвыми для граху, а живыми для Бога в Христе Иисусе. Это Слово Божие. Ісус сказав своїм апостолам: «Хто любить батьку чи маті більш, чим мене, не варте мене. І хто любить сина чи дочку більш, чим мене, не варте мене. І хто не бере крижа свого і не йде за мною, той не варте мене. Хто знайшов життя своє, стратить його. А хто стратив життя своє ділі мені, знайде його. Хто приймає вас, мене приймає. А хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка у ім'я пророка, узнагороду пророка отримає. І хто приймає справедливого у ім'я справедливого, узнагороду справедливого отримає. И кто напоит одного с малы этой только кубком холодной воды у имя учня, заправды кажу вам, не стратить узнагороды своей. Это слово Пана. Сегодня чуем здесь такого серьезного слова, уже надо больше правильно сказать, эмоций. Не варте мене. Іншими словами, можно сказать, не надається каписти за мной. Больше правильно зрозуміти, то, что не варто, не годно, але не надається. То есть люди, які надаються бути милиционером, так скажем, судьей, лекарем. А есть інші, которые боятся крови, но не надаются. Ісус не каже про ненависть або погарду, хто з'являється грехом, але каже про те, що характеризує його новоучення. Тому, брат і сестра, сьогодні нам треба підготуватися до того, що ми можемо оказатися негодними. Це означає нездольними сьогодні йти за Ісусом Христом. Бо коли ми будем думать, что мы являемся стопроцентными христианами, что мы завсёды идем за Христом, то означает, что в нашем житті ничего не изменится. Христиане – это то, які весь час вертаються назад і ставлять свої питання, чи сьогодні я йду за Христом. Ісус сьогодні запрошує задуматися, а нам поставити це питання, а може сказати внутрі самого собі, що я ще не здольний, я ще маю шмат чего, не то, что поменять, дорасти, дозреть.
И это слово, которое мы чули, не варты. Иисус сказал своим апостолам, кто любит батьку и мать больше, чем меня, не варты меня. Это слово напоминает нам Евангелие Святого Луки, який ще більш носний спосіб старається від нас нечто донести. Менавіта это слово, коли кто приходит до меня и не зненавидел батьки своего, матери и жонки, детей и братов, сестер и навод життя своего, то и не может быть моим учнем. Конечно, мы разумеем, что тут не справа ненависти. Бо многие, так само это помиляют часами, переходят до погани, которые разумеют это слово, что я могу погорожать іншим. Я могу сказать то, что думаю, могу сказать правду, а так правда и заехать в лоб, как нас повалился. Тут Иисус не каже про это, хотя про правду мы поразмовляем. Иисус каже не про ненависть, не про погарду іншим человеком, а не про порядок, что повинно в моем житті стоять на первом месте. Можно сказать так, когда ты любишь твою дочку, сына, когда ты любишь свою мать, тату, больше за меня, больше за Христа, такая любовь ничего не варта. Чему? Когда ты любишь их больше за меня, за границу любови, больше за Христа, Бог за границу любови, мы не повинны забываться о том, что мы учимся этой любови от Бога. И Он является тем, кто створил нас в любови, является тем, кто створил сусвет для человека. Когда ты любишь больше за меня, то это любовь твоя, для твоего дочки, сына, твоей мать, она эгоистичная. Но когда ты убираешь, когда я убираю Бога с первого места, то что тебе повинно стать на этом месте? И вельми часто становится моя любовь. И она может быть эгоистичная, может быть позбавлена правды, может быть комфортна. Про что я кажу? Добре ведаем, что есть батьки, які вельми моцно любят своих детей. Такая любовь шкодливая, которая не дозволяет своим детям досвідчити тяжкостью в своем житті. И они оберегают и стараются захватить, скажем, таким вакууме. Как только зло не пришло на мое дитя. А з іншого боку, мудрый батько, наоборот, подводить дитя под тяжкие ситуации и помогая ему с этими ситуациями справляться. Что означает любовь эгоистичная? Вельми часто старается так, что батьки ставят себе на вот это место любовью. И можно почуть такие слова: это я люблю тебя, это я дал тебе життя, это я дала тебе життя, это я терпел за тебя. Я зробив тебе тим, ким ти є сьогодні, я тебе виростив, кормив, разные хлопоты переживал, так? Маленькое дитё там плачется, тоже писается, какается, это тяжко, так? И батьки несут полную тяжесть, они на первом месте они ставят себе, разбираются в такие ситуации, и позднее, что они вымогают, ты повинен быть неудячным за это, ты повинен мне отказать любовью, и это любовь эгоистичная. Не кажу о том, что батьки не терпят, а не то, что не ставить позднее в центр такой адорации. Так, теперь ты будешь адоровать, превозносить меня. И в Боге психологи кажут, что это так само есть такое психологичное, по-белорусски это может быть насилие. Так, психологичное насилие, когда дитё отчувает себе цілком зобов'язаним. Такой полностью, то есть ты от ног до костей обязан своим батькам, это позбавляет душу любовь. И любовь, позбавленная правды. Вельми часто есть такая любовь, что я люблю моего брата и не хочу ему казать, что он робить неправильно. Чему? Бо я его люблю. Тебе это справді так, а может ты не хочешь просто свариться, может я не хочу виходити у конфликт. Я не хочу моему мужу казать, что он начинает убивать за много. Чому? Бо я его люблю, а может, бо я хочу иметь спокой. И іншого боку, хочу иметь перевагу. Вельми часто у семьи, там где один из членов семьи является залежным, то и інший человек не хочет, чтобы он вышел из этой залежности, потому что он чувствует себя больше важным.
на фоне мужа або жонки, які має недохлопы, и он тебе наблюдает трошки лепей, то есть бывает такое почуття годности, якого може чоловіку не хапає. І коли лікарі і лікарі змагаються з хворобою сім'ї, вони лечать одного і другого. Тому що є поміж ними така совість егоїстична. І любов може бути так само вигідною, тому що можна щось із цього отримати. Я люблю тебе, наприклад, я зароблю тобі добро, і мені віддаш добром. Особливо у Беларуси есть такая ментальность, что если тебе допомог, там, ну не знаю, привез наш братик тебе якийсь материал, да, скажем, украл. Привез, ну что, ты працюєш лекарем, то ты мне позднее там поможешь как лекарь, так? И позднее тебе такая цепочка. Бо коли мне человек допомог, то мне ему допомагать. Уже часами человек уже с этой думкой, что коли я попрошу допомоги, мне тогда будет некогда дядиться. Человек думает так, у кого я попросил допомоги, кто с меня спустя шмат не возьмет. Это любовь такая комфортная, вельми уютная. Але знову ж там на першому місці не з'являється Бог. Это ось ключ до розуміння тих слов. Коли любите больше, чем меня, то это ваша любовь не соправдана. Бо соправдную любовь вы повинны черпать от Бога. А я часами кажу меня, але прошу пробачення означає Ісуса Христа. Так, він каже, хто любить батьку, матір більше, ніж мене, не варто мене, не надається як вести за мною. Я ще не дозрел до того, як бути християнином. Тому християнство в Боге – это дорога не для слабых. Хотя нам весь час долбили в голове, что это опиум для народа, что христиане – это одни женщины, которые бегают в костел поплакаться, вылить свои слезы и так далее. А я хотел показать, что говорю, христиане – это сама мужчины. Это люди, которые не боялись конфликтов, не боялись идти за своими идеалами, не боялись стратить життя для якихось вищейших методів. Без такого просто написать в відомому гугле святые мужчины и убачить, чему они стали себе, насколько имели силу воли, отвагу, не имели страху, не перед чем. Окромя стратить Бога. Тому христианство – это дорога не для слабых, бо некоторые могут думать, что мы приходим в костел, как скинуть тут наши крыжи. Я скажу трошки позже серьезно, мы приходим в костел, как взять тут наш крыш. Наоборот, то есть, когда мы думаем, что с костела выходим без крыжа, то мы неправильно пережили, что мы выходим с крыжом. Только что мы тут разумеем, як його нести. Бо Ісус каже, криш тяжем мой легкий, але прийдіть до мене, щоб зрозуміти, як його нести. Бо здається нам, що криш – це кусок дерева, але це не зовсім так. Це щось, що так само має некий порядок, треба этому вчитися, так само вчитися любити, як не ставити себе на перше місце в любові. Ми справді терпимо. То есть я не кажу, что мать не терпит для своего дитяти, что тата, не прикладывая сил, только ее не ставит себе на первое место, не ставить Бога. Ты, конечно, у тебя повинен быть удачным, не, а не в первую очередь Богу, а позднее уже Богу. Кто такие христиане? Это справді той, кто терпит, але терпит в тишине. Это означает, не афишируя своего терпения. Так? Бо есть такие батьки, вот я тебе, столько за тебе перенес, столько наплакался, а ты вот такие. Это не христиане. С другого боку, терпеть у тишине не означает, что он не понимает, либо что не скажет. Бо тут крайность может быть такая, что человек терпит в тишине, потому что не хочет иметь проблем, не хочет никому ничего сказать. Это терпеть в тишине не означает не сказать правды. Так? Это так само, как это не помылить. Многие люди помыляются. Терпеть, христиане терпят для Бога. Я не кажу, что я терпел для тебя. Не, я это робил для Бога, для любови. Потому что я якби спознал эту любовь от Бога, спознал, як Бог за меня терпит. Як він мене приймає такого, який я есть, і тому я тебе приймаю такі, які ти есть. Які, може, надто розумні, може,
не надто умелый, але я так само не такий, як хотів би бути. Тому я приймаю тебе. Бог приймає мене, я приймаю тебе так само. И христиане терпят не для того, как отримать нагороду от человека, а от Бога. И что мы чуем сегодня в первом читании? Одна женщина вельми радостно приймала у своем доме пророка Елисея. И самое главное, мы не видим, как долго это сделать, как часто до нее приходим, так до этой семьи. Але ён там адчував себе добре, адчував себе прийнято. І вона за всі ті годи ні разу не сказала йому, ось ти пророк, ось я тебе приймаю, дай мне сын. Поглядите, сколько я тебе зародила, дай мне сын. Нет, ни разу. Она видела, что когда это пророк, когда это слова Божие, то Бог сам дасть то, что потребует. То есть она, как я кажу, не робить щось, как отримать от людей подяку. Нет. В конце концов, пророк бачит, что безкорыстность. Она никогда ничего его не попросила. Хотя отчувала в своем сердце, что это святый человек. И он сам находится речь, какая наибольше потребна. И дает ей потомство. Брать свой крыш. Кто не берет свою крыжа, не надається повести за мною. Приймати реальність така, яка є. Приймати так само своїх близьких. І справді Бог нам за це вдячить. Многие люди сомневаются в том, что Бог удячный за терпение. Многие люди Бога боятся терпеть. Потому что, что я буду за это иметь? Я протерплю и что далее? Не бачу, що це все шаляється. Проти кажуть, що Бог удячний. Люди, які справді у своєму житті прийняли різні тяжкості і не раз досвідчували спокій в своєму серці. Узнагородой за наше терпение является спокой, что я заховал в себе человека. Я был годным. Тяжкая ситуация, когда можно было у конфликте выговорить на моего там, не знаю, супрацовника, все, что про его ведаю. Але я устремался, потому что то, что я хотел выговорить, оно не относилось до справы, то я отчуваю, что я заховался по-человечески. Я отчуваю так само свою годность Дитяти Божьего. Бог дает спокой, Бог дает зрозуміти так само свою годность. И нам вельми важно набираться этой годности, не поддаваться страху. Бо мы вельми часто утекаем от терпения за страх. Что будет, я не перенесу, а вдруг я не стремаюсь к юбилею. Тому треба вчитися. Сьогодні многие з нас, і я так само, в першу чергу, не з'являюся тим, хто може йти за Христом. Тому, дорогі брати і сестра, варто собі усвідомити, що я ще не дозряв. Які мої терпіння, і як тихо їх зношу. Амінь. Теперь вызнаем нашу веру в Бога, який прагне добра для человека и является еще близко. Веру в Бога, Отца Всего, славить Тебя небо и земли, все бачимо и неважно, превратимого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, с Отца народного, верующими веками, Бога от Бога, Святого от Святого,
нашего Створителя, с довером вознесем супольные молитвы и просьбы. Молимся за святый костел, как все его верники здолели распознать миссию, якою им вызначил Бог. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за біскупов нашей країни, как Бог одарил их усеми потребными ласками о апостольском служении. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за керовников нашей державы, как они вели народ у будущему, у добробыте и спокою. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за наших добродеяний, как сам Бог был для их вознагородой за все учиненное добро. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за детей, которые отпочивают на каникулах, как они находили час для встречи с Христом в молитве. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за нас, собранных на этой Евхаристии, как удел в Христовых таємницях, допомагав нам быть что раз больше чулими на потреби інших і готовими пробачити тим, хто нас покривдив. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Всемогутный Боже, от Тебе походит усялякое добро. Умацуй нашу веру, как мы были мужными вызнавцами Твоего имя, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу вяру принял Бог, Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме отряд зуб Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Боже наш Отче, Ты просвятые сакрамент издесняешь справу исполнения. Учини, как наше служение было угодным от веры, якую мы Тебе складаем, раз Христа Пана нашего. Пан з вами. Гору серці. Спаси меня,
завсюди і всюди тобі складали подяку. Пане святий Ойче, усемогутний вечний Боже, праз Христа Пана нашего, бо Он з літості до грешного человечества народився з Пани Марії, праз свою муку на крижі визволив нас от вечной смерти, а про свое з мертвых повстание дав нам вечное житье. Тому с анёлами, арханёлами и с усими святыми мы обвешаем Твою хвалу, разом с ними ускликаючи: Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осознаваешь имя, благословенный Твой, то приходит у имя Сапраўды, Боже, Ты святы, і справядліва хвалить Тебе ўсё Твоё стварэнне. Бо праз Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, дзейсную моцою Духа Святого, Ты усё оживляешь и освячаешь, и неспынно збираешь народ свой, каб от усходу солнца и до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому у едности з усім костюлом, у перший день тыдня, коли Иисус Христос увоскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти эмоцию Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, как стались они телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять гэтую таямницу. Бо ён у тую ночь, коли был выдадзены, узял хлеб и, подяку Тебе складаючи, благословил, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері узяв кілих і, подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
а таксама Яго цудоўнае ў васкрасенні і ў небаўшэсці. І чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласцівленым. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он Сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими. Найперш з Найсвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом, ее бранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и усими святыми, праз заступництва яких мы спадзяёмся на Твою нястомную дапамогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэта ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы мацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Са слугой Твоим, папам нашим Францішкам, біскупам нашим Тадеушам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Тобой адкупленым. Будь милостивой до просьба в этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, кто у ласцы Твоей отошел с гэтага свету, милостиво прими у владарства Твое. Дзе мы спадзяёмся быть, как разом с ними заўсёды радоваться Твоей хвале праз Христа, Пана нашего, праз якого адорваеш свет усялякими добротами. Праз Христа с Христом и у Христе, Таби, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Отрымали мы Духа Святого, яки нас учинил детьми Божьими, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который на небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, але избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всего злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и закованы от усялякого неспокою, чакай исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидай вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и
Вось баранок Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягону. Я не варта, как ты вошел в меня, а я скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
Пана нашего. Присядьте, послухаємо об'яви. Дякую брату Олександру за суботу молитву, за слово, яке до нас промовив. Так само слово подяки хочу скерувати всім тим, хто на гэтым тижні прибирав у костюлі, хто доглядав квітки, так само прибирав коридору вокруг костюла. Щиро дякую, які справді шмат попрацювали, шмат доглядали і відчувається, що ёсць у нас гэтая патрэба даглядаць касцёл, чуеце сябе часткай гэтай супольнасці. Шчырая дзякую вам за гэта. Заканчваюцца чэрвеньскія набажэнствы. Яшчэ яны адбываюцца ў нашым касцёле ў 17:30. Заахвочваем вас да малітвы, таксама ў вашых сем'ях. У аўторак, як заўсёды, пасля вячэрняй святой імшы, набажэнства да святого Іцапіва. У чацвер з 17 гадзіны да вячэрняй святой імшы адорацыя Найсвяцейшага сакраменту. На гэтым тыдні адзначаем 29 чэрвеня ў панядзелак урачыстасць святых Петра і Павла, апостол. Таксама святыя імшы будуць як у звычайны будні дзень, гэта працоўны дзень, як урачыстасць. Ведаеце, што у нас у панядзелак звычайна імша толькі вечарам, але будуць і раніцай, таксама у 6:45 і ў 8 гадзін. 2 ліпеня ў чацвер урачыстасць Маці Божай Гуцаўскай. 3 ліпеня ў пятніцу святого Тамаша Апастола. І яшчэ раз трэба прачытаць паведамленне курыі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі адносна святкавання урачыстасці Маці Божай Гуцаўскай у нацыянальным санктуарыі. Згодна з рашэннем 78-го надзвычайнага пленарнага паседжання канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі 25 мая курыя Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі паведамляе, што планаваны 3-4 ліпеня гэтага года агульнанацыянальны гуцаўскі фэст пераносіцца на пазнейшы час. Пра магчымасць яго правядзення будзе паведамлена пазней. 1-2 ліпеня у Гуцаве адбудзецца штогадовыя парафіяльныя кустовыя урачыстасці, на якіх запрашаюцца шанавальнікі Маці Божай. Парадак набажэнстваў наступны. 1 ліпеня святая імша о 18 гадзіне вечарам. 2 ліпеня о 9, 12 і 18 гадзіне. Усе святыя імшы будуць цэлебравацца на адкрытым паветры. Пасля святой імшы 2 ліпеня 12 гадзіне адбудзецца еўхарыстычная працэсія з копіяй цудадзейнага абраза на прыкасцёльнай тэрыторыі. Вялікая просьба да вернікаў прыступіць да сакраменту споведзі ў сваіх парафіях. Падчас адпустовых урачыстасцяў праход у прэзбітэры і ў стары касцёл будзе закрыты для вернікаў. Для ўшанавання абраза Маці Божай можна будзе ўвайсці ў базыліку праз цэнтральны ўваход, па цэнтральнай наве падысці да прэзбітэры і выйсці праз левую наву. Ваду для свячэння просьба прывозіць з сабою. Благаславленне вады і рэлігійных рэчаў будзе адбывацца пасля кожнай святой імшы. Інтэнцыі на святой імшы просьба запісваць загадзя дома, а ў санктуарыі апусціць іх разам з аквіраваннямі ў адпаведныя скрынкі, якія будуць знаходзіцца пры ўваходзе ў касцёл. Для выключных выпадкаў пры выхадзе з касцёла прадугледжаны столік з чыстымі карткамі і ручкамі, дзе самастойна можна запісаць інтэнцыі і разам з аквіраваннямі пакласці ў адпаведныя скрынкі. Усіх, хто будзе удзельнічаць у урачыстасцях, просім памятаць аб неабходнасці захавання сацыяльнай дыстанцыі і ўжывання масак. Ну і гэта таксама з гэтай нагоды таксама нагадваю, каб мы не расслабляліся, сапраўды шмат нашых парафіянаў хварэе, шмат хто ўжо тэлефанаваў, кажуць, што сітуацыя, на жаль, не палепшваецца, але толькі пагоршваецца, таму будьце асцярожны. Калі ласка, ужывайце маскі, ужывайце гэтыя сродкі бяспекі і глядзіце самі, бо, напрыклад, трэба сказаць гэта, вы ведаеце, што наш суседні касцёл у Лебедзева зачынены пакуль што. Таму
ситуация довольно серьезная, и хвороба, на жаль, пока что не отступила. Коли ласка, берегите себе своих близких. Просим брата Александра благословения.